Возрождение былой славы и передача опыта. В Абхазии делаются важные шаги по восстановлению эфиромасличной отрасли. Сегодня компания «Анра», основанная предпринимателем и меценатом Бесланом Шакая, уже производит натуральные масла и гидролаты из местного растительного сырья. Мы активно осваиваем рынок Российской Федерации, но главное, у нас появился первый международный заказ Казахстана. Я думаю, что с Божьей помощью на следующей неделе мы его реализуем. К сожалению, пока в нашей республике нет культуры принятия эфирных масел и гидролатов, но мы ведем определенную работу для разъяснения людям их высокой значимости. Однако главная цель масштабнее – объединить единомышленников и вернуть республике статус центра эфиромасличного производства, каким она являлась в советские годы. Мы хотим правильно, вовремя использовать тот богатейший и ценнейший опыт, наследие, которое нам досталось от наших отцов и дедов времен Советского Союза, что очень важно. Для чего это? Для того, чтобы Абхазия жила по-другому и воспринималась во всем мире не только как туристическая и цитрусовая республика, как территория, которая способна вырастить, воспроизвести высокотехнологичную продукцию на базе абсолютно натурального сырья. Чтобы обсудить будущее отрасли, за круглым столом собрались ветераны производства, молодые специалисты, представители министерств, бизнеса и сферы здравоохранения. Министерство экономики готово помогать при реализации этого проекта. Для того, чтобы приступить к работе, мы от вас будем ждать бизнес-план и другую документацию, которая подтверждает, что действительно этот продукт в таком объеме можно произвести на территории Абхазии, что у нас есть компетенции, имеется в виду кадры, которые знают, как это делать. И в последующем готовы прорабатывать. Чем больше в Абхазии будет проектов, которые позволяют экспортировать произведенную здесь продукцию, тем качественнее и быстрее будет рост нашей экономики. Поэтому всецело готовы поддерживать, ждем вашего шага. Эфиромасличная отрасль – это важнейшая часть научного, исторического и природного наследия Абхазии. В советский период в республике действовала сильная научная школа, работали опытные станции, разрабатывались уникальные технологии выращивания и переработки культур, а абхазская продукция ценилась далеко за пределами страны. В Очимчирском районе непосредственно эфирно-масличными культурами занимались 3 хозяйства. Это Меркульский эфирно-масличный совхоз, Моковский и Головной Тамышский совхоззавод. Я говорю только о Очимчирском. В Галии соответствующий завод был, в Бабушарах был соответствующий тоже завод. На первом месте у нас герань была. В послевоенное время производство остановилось, но абхазские ученые бережно сохраняли уникальные образцы растений на протяжении более чем 30 лет. Благодаря этому подвигу ценные виды не утеряны, а традиции могут быть переданы новому поколению. После окончания войны для сохранения аграрной науки в Абхазии правительством было принято на базе бывших опытных станций сельскохозяйственного профиля создать НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Так как там более 6 опытных станций существовали в Абхазии по разным направлениям, касающимся аграрии, но после создания института все они были союзного подчинения. У них обеспечение и возможности совершенно были другие. Когда уже создали мы институт, мы решили сохранить все основные направления в будущем, которые будут необходимы для республики. В дискуссии подключились и ведущие российские эксперты, которые готовы оказывать всестороннюю поддержку и делиться опытом с абхазскими коллегами. Сегодня была уникальная возможность познакомиться с вашими абхазскими коллегами, которые невероятными усилиями сохраняли как раз те традиции, которые уже более 100 лет здесь в Абхазии. И вы знаете, тогда прозвучала такая цифра, что 986 миллионов было выделено на то, чтобы поднять эфиромасличное производство в Крыму. Это было в Крыму в 2015 году.
И мы, я думаю, что вы, наверное, наслышаны о том, что сейчас там возрождаются эти традиции, эфиромасличное производство существует, развивается. Но когда мы переехали 5 лет назад сюда, в Сочи, вы знаете, мы начали искать, что в Абхазии точно что-то должно было быть. И судьба нас свела с Бесланом Борисовичем, наверное, не просто так. И вы знаете, я точно уверена в том, что это нужно делать. В экономии есть такое понятие «быстрые деньги», да, и «стабильные». Вот, наконец-то я рада, что помимо того, что Абхазия занималась туризмом, потрясающими мандаринами, на которых я выросла, вот, и сейчас пришло возрождение эфиромасличной отрасли. Я благодарна нашему знакомству с Бесланом Борисовичем еще по благотворительному фонду «Ашаном», да, и сейчас на базе его предприятия, да, эфиромасличного производства, я создала 11 продуктов, и это не предел. Главы МИД и Министерства культуры Абхазии назвали эти инициативы прорывными и отметили, что они принесут реальную пользу и будут способствовать укреплению авторитета страны. Те выкладки, экономические показатели, которые были нам представлены, пока что очень в таком предварительном виде, но это не должно абсолютно нас смущать. Они уже свидетельствует о том, что для небольшой страны, каковой является Абхазия, это может быть еще одним очень амбициозным, важным направлением. Это может стать сферой с очень высокой концентрацией прибыли. Это может быть совершенно такой прорывной, не побоюсь этого слова, проект. Если мы говорим о сегодняшней инициативе, конечно же, я лично рассматриваю подобную инициативу именно как часть развития креативной экономики. Вот экономики, где, наверное, главной ценностью становятся в первую очередь это знания, культура, талант, национальная самобытность. Вот. И у нас, у Абхазии, есть все предпосылки для того, чтобы создавать не только качественные продукты, но и, что самое важное, на мой взгляд, создавать наши собственные культурные символы, которые будут узнаваться далеко за пределами нашей республики. Организаторами круглого стола выступили Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии и компания «Анра» при поддержке культурно-благотворительного фонда «Ашана» и российских партнеров. Главным итогом встречи стало решение о создании профильного экспертного сообщества и специальной рабочей группы. Именно они подготовят предложения по развитию отрасли и определят дальнейшие шаги по реализации программы для ее полного возрождения. Гугуца Вардания, Алексей Агухова, Абхазское телевидение.